И мы должны не забывать то, что утка у нас дикая. Сейчас кто-то скажет то, что «О, Николай работает без перчаток». Тряпка лежит под доской, да? Это чтобы она не двигалась и не бегала туда-сюда и шума не поднимала. Что так громко-то? Николин день это как якутский Новый год. Это получается, встречаемся всей семьей, готовим утиный супчик. Бабушка готовит пирожки с оладушками. Ну, я, получается, суп готовлю и как раз жаркое. И то, что мы едим, сейчас я вам и покажу, как это можно сделать очень быстро и вкусно, соответственно. Никакая Турция не нужна. Самый лучший отдых – это охота на уток. Самое главное, знаете что? Нужно очень хорошее настроение. И тогда у нас все получится. Здравствуйте, дорогие друзья! С праздником вас, Николиным днем! Сегодня вот наступило наконец-то долгожданное лето. И сегодня мы будем готовить утиный суп, а также жаркое из утки. Для этого нам нужно, соответственно, утка. Снимаем с утки грудку. Легким движением руки грудка снимается. Это у нас будет мясо на жаркое. Вот одна грудка. И вот вторая грудка. Так, разделываю я якутским ножом. Соответственно, это один из самых древних видов ножей во всем мире. То есть, когда вот первобытные люди сделали нож, они, соответственно, взяли какую-то кость и тащили с одной стороны. И вот такая же схема у нас используется в наших якутских ножах. Пока положу сюда его, грудочки. И вот именно от костей, да, получается у нас очень хороший наваристый суп. Специально я уже воду вскипятил. И бросаем туда вот наше мясо с костью. Ну вот одна утка, в принципе, на троих это очень хороший супчик будет. Вот. И сейчас сразу же буду нарезать грудку. И мы должны не забывать то, что утка у нас дикая, то есть весь в мышцах, поэтому надо постараться будет очень тоненько его нарезать на маленькие пластинки, чтобы она была мягкая, сочная, ну и, соответственно, вкусная. И вот тоненько так нарезаем. Чем тоньше, тем лучше. Ножик обязательно должен быть острым, чтобы пальцы себе не порезать. Наоборот, то есть из-за тупых ножей можно спокойно пораниться. Ну, где-то пол столовой ложки соли хватит. Туда бросим морковочку. И лучка тоже давайте бросим туда. Пускай она. Потом мы его просто все вынем. И все. Закрываем крышкой. Пускай кипит. А мы в это время будем заготовки делать. Вот ради чего мужчины все весной уходят охотиться на уток. Соответственно, никакой Кипр, никакая Турция не нужна. Самый лучший отдых — это охота на уток весенняя. Я доску не меняю, потому что все пойдет туда же, на сковородочку. Беру лук. Где-то получается четверть лука мы нарезали в эту стороночку. Так, красный перец, желтый перец. Это для цвета. Вот она будет такая яркая, очень интересная. Вот. Пока у нас готовится супчик,
мы быстренько приготовим жаркое, да? Я специально настоял на чаге растительное масло, вот, тоненько нарезал и туда растительное масло. Подогрел его и потом уже оставил, это уже полгода у меня так стоит. Где-то граммов 50 хватит, слишком много не надо. Ну, чтобы она была вкус такой, типа, у нас же трюфели не растут, ну а тут у нас свой якутский маленький трюфель, можно сказать. Для начала мы обжарим овощи. Пару зубчиков чесночка не помешает. Сейчас кто-то скажет то, что «О, Николай работает без перчаток». Я им скажу: ребята, я сам себе готовлю. Могу без перчаток приготовить. Вот. Тут некоторые говорят, что ты обязан готовить. Ну, для гостей, да, мы готовим в перчатках, в масках даже. Чесночок добавим в самом конце. Потому что если чесночок сейчас подгорит, вместо вкуса жареного получим совсем другой горелый вкус, горький. И теперь отправляем вот столько грудки, столько мяса у нас получается. Мы его сейчас отправляем жариться. За счет того, что мы тонко нарезали, получается по волокну, да, она тонкая, это все равно как будто фарш, ну, консистенция. И она будет у нас мягкая. А если так приготовить целиком, да, то она будет жесткая. Можно добавить соевый соус. Это где-то граммов тоже 50. Соевый соус, она придаст определенный вкус, но его много наливать не надо. Это вместо соли. Ну, еще мы посолим чуток, посмотрим на вкус. И обязательно надо вот поварам, ну, людям, которые готовят, надо всегда вот что-то готовите, надо всегда проверять на соль. Соль нормальная или нет, допустим, да? То есть, если мы соевый соус добавили, соответственно, в соевом соусе у нас получается соли есть. И когда добавляем, мы можем пересолить просто блюдо. Поэтому обязательно надо будет его проверять на вкус. Супчику добавим сразу картошечку. Размеры картошки и так далее, вот, в принципе, не важно. Кто какую любит, да. Некоторые, допустим, если утка одна, ну, как в нашем случае, да, бывает и такое, то, что охотник, ну, баяна не дал, там, всего лишь одну утку дал. Ну, и что поделать, все равно надо же всех прокормить же, да. То есть, соответственно, вот мы из одной утки сделали вот такое жаркое, первое блюдо. Второе блюдо, точнее, первое блюдо у нас суп. Соответственно, если мы добавим туда много картошки, это уже шурпа называется, да? Соответственно, уже много людей из одной утки будут сыты. А можно от количества человек просто увеличивать картошку, там, морковку. Она все равно будет вкусной. Но это уже не суп будет. Это будет шурпа из утки. Ну, варить желательно 1,5 часа суп, да? Желательно 1,5 часа. А жаркое минут 15-20 все хватает. Его томить не надо, потому что мы его нарезали тонко. Она плюс с овощами. Вот. Соус сделаем. Мука с холодной водой перемешал. Сейчас надо до однородности перемешать его. То есть получается, мы сейчас разбавили стакан воды, ложек 3 муки. И его сейчас по-якутски называется селей. Добавим в жаркое и в супчик. Добавим туда чесночка. В данное время у меня получается салат айсберг. Она такая хрустящая, имеет свой вкус.
Можно сюда вместо него добавить пекинскую капусту, листья салата. Тоже подойдет. Супчик у нас. Ох ты! Супер! Все готово. Выключаем. И даем остыть чуток, да, чтобы потом уже, когда остыло, вот пар уже закончится, и мы вытащим оттуда мясо. То есть, если мы раньше вытащим, соответственно, от мяса пар будет идти, соответственно, мясо будет уже сухим. А пока мы будем подавать жаркое. Мы здесь добавили чесночка, перчика. Вот. Это вариант один из, ну, в основном похожий на китайские тематику. Вот такой у нас получилось жаркое. Все очень быстро, вкусно, сытно будет. Сейчас нальем супчику. Где у нас этот? Так, добавим зелени. Вот так. Вот. Мяско. Так. Мяско есть. Да и 2 супчика. Ну что, уважаемые друзья, мы сегодня из одной утки приготовили жаркое, суп. И приятного аппетита! С праздником вас!